Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытан на себе». И сегодня мы со своим коллективом, два коллектива телекомпании ДВК «Саха» и Якутия-24, проходим этап по пулевой стрельбе, которая проходит в рамках спартакиады. Вот, сейчас мы находимся непосредственно в тире, и здесь можно видеть ту мишень, в которую мы должны будем попадать. Все достаточно просто. Нужно будет попадать только вот в эту часть. Ну, так как сейчас, как только мы начали, ушел свет, я думаю, в течение нескольких минут его дадут. Но самая главная задача — это попасть на время в течение 3 минут, да, то есть 3 минуты — это лимит. И нужно выбить максимальное количество мишеней. Вот здесь есть 5 светодиодных ламп. И, соответственно, если вы попадаете, то лампа меняет свой цвет. Чем быстрее это сделаете, тем лучше. То есть потом победитель, рейтинг будет выставляться именно по времени, за которое вы выбили 5 мишеней. Сейчас достаточно большое количество моих коллег здесь находится, уже создаются списки, и как только подадут свет, надеюсь, что это будет в ближайшем будущем, мы начнем соревнования. Записаться можно, да? Каждый год вы же соревнуетесь в министерстве. Так, вот такое вот пневматическое ружье, из которого будет производиться стрельба, соответственно, ну, всем с детства это известно, заряжается и производится выстрел. Так, давайте проверим, вроде не взвел. Вот, пульки находятся в кармане. Ну, есть некоторые моменты, я видел на соревнованиях, когда пульки находятся прямо на ружье. То есть там специальное такое крепление. Все это делается для того, чтобы увеличить скорость. Вот, у нас здесь в целом пульки мы будем доставать из кармана. Сказали, во рту пульки держать нельзя, потому что они содержат вредные вещества. Вот. Ну, все еще ждем свет. Осторожно, заряжено же. Подохраните еще. Ой, предохранитель надо. Все. Предохранитель лег, что ли? Не то. А, да? А это разрядились. Так, видите, хотел помочь разрядить ружье, но нельзя стрелять даже без пульки. Вот. Может быть дисквалификация. Первое предупреждение я получил. Готовимся к пристрелке. Так, ну, сейчас был подан свет, и началась пристрелка ружей, потому что нужно быть уверенным, что ружье правильно настроено, и чтобы достичь максимального результата. Пристрелка идет на бумажные мишени. Вот, отсюда, наверное, не видно. Вот 2 листочка А4 с мишенью, и именно по ним ведется стрельба.
на 2 мишени. Пулевая стрельба – это вид спорта, в котором стрелок стремится попасть в мишень на определенном расстоянии из спортивного стрелкового оружия. Используется пневматическое, малокалиберное и крупнокалиберное оружие, винтовки и пистолеты. Как дисциплина, пулевая стрельба сформировалась в середине 19 века. Первые соревнования международного уровня прошли в 1896 году на возрожденных Олимпийских играх. В России стрелковый спорт начал развиваться с конца 19 века. Первые соревнования прошли в Хабаровске 25 мая 1898 года на гарнизонном полигоне как народные состязания. Пристрелка винтовок завершилась и начались соревнования. По списку участники подходили на рубеж и по сигналу секунданта начинали поражение мишеней. 3 минуты и задача как можно быстрее поразить 5 мишеней. Количество выстрелов не регламентируется. Вы были первыми сейчас, да? И какие ощущения? Ну, достаточно хороший результат, то есть выбили все 5 мишеней. Ну, в любом случае, первые всегда идти, мне кажется, лучше. А потом уже смотришь на результаты других людей и секешь потихой. А, то есть меньше волнения получается? Нет, волнения нет, вообще полностью собираешься. Потому Когда что, первый? да, полностью собираешься. Вообще эти выстрелы, они же в любом случае, это нужно быть собранным. А адреналин потом бьет. Ну, то есть, если быть в списке где-то в конце, то Ну да, смотришь на другие результаты, волнуешься и так далее, да? И все равно это все как-то накладывается, и сложно становится. Это первое участие? Нет, до этого были. Я вообще из воздушки-то сама стреляю потихоньку, но у меня никогда не было спартакиады. И тут пришла в НВК, и у меня тут и спартакиады. В прошлом году, допустим, я пришла со своим, и оно было не простреленное. Я подумала, что нужно все-таки... И у меня времени там не было. Это тоже сказалось. То есть, если, в принципе, получилось пристрелять, то, возможно, результат был лучше. Огромное спасибо руководству нашего НВК «Саха», что устраивает такие спортивные состязания, где можно себя реально проверить и перейти, мне кажется, на новый уровень. Спасибо.
волнительно. Все свои, но тем не менее ты конкурируешь уже не на профессиональном, а на каком-то спортивном поприще. Ну, на самом деле здорово, потому что такие мероприятия объединяют. И в целом очень интересный, классный опыт. Довольны результатом? Да. Да, Серьезно? могло быть хуже. 1 из 5 это уже хорошо. Нас вчера, когда отправляли на соревнования, я так, в общем-то, высказалась, что типа, да, отстоим честь родного предприятия, но потом, когда пришла сюда и вижу, кто какие результаты дает, что-то как-то руки сразу-то и опустились. В последние 10 секунд в голове промелькнула картинка того самого турка, который участвовал на Олимпийских играх, просто пришел на Чили так вот, и серебро получил. Ну и в целом, видимо, как-то это подуспокоило немножечко. 2 из 5 получилось нормально. Ну, кстати, Мария вот отметила, она была среди первых, что Да. первыми лучше быть. То есть ты не волнуешься за результаты, те, которые уже отстрелялись? Я Ты думаю, согласна? что первым трудно начинать. Наоборот. У нее был очень хороший старт. В том плане, что мне кажется, если бы я выступала первой, и у меня, например, было бы вообще по нолям, я бы, может быть, очень даже огорчилась, что после меня кто-то выступал лучше. Но это уже личная какая-то, это таракан в голове. В целом она вот задала хороший старт и показала, как это надо делать. Ну, в целом, из того, что добавить, вчера, когда собирали людей на соревнования на полевую стрельбу, было очень интересно. То есть были очень большие ожидания, на самом деле, и от себя, и от всего. Нас очень сильно мотивировали. И думала, что вау. А потом тоже вспомнила вот про олимпийского чемпиона, который просто вот пришел, отстрелялся, ушел. Тоже подуспокоилась. Да, так. Ну, интересный опыт, самое главное. Елена, вы выбили 5 мишеней за минуту 27. Да? Это достаточно пока. Самый лучший результат. Вы занимаетесь полевой стрельбой? А вот это опыт какой-то был? Ну, когда училась, пару раз стреляли. Занимались стрельбой? Нет, настольным теннисом занимаюсь. Настольным теннисом. Хорошо. Какие ощущения от участия? Нормально? Да. Ну, что, случайно получилось. Случайно? Вы так думаете? Ну, мы желаем вам удачи, успехов. Марьяна, мы пока брали предыдущее интервью, да, у девушки, которая сдала за минуту 27. Ваше время? Минута 9. Минута 9. Вы занимаетесь полевой стрельбой? Нет, не занимаюсь, но у меня есть третий разряд. Третий разряд есть. Третий разряд по полевой стрельбе? Это когда занимались? 3 года назад. 3 года назад. Здорово. То есть, после этого не было никакого опыта? Дома есть, все равно каждое лето занимаемся. Тренируетесь? Здорово. И ваши ощущения от участия в соревнованиях? Вы, по-моему, сейчас... Я была уверена, в себе была уверена, но воздушки разные говорили, из-за этого волновалась. Желаем вам успехов. Не волнуйтесь. Спасибо. Спасибо.
мишени. А когда иногда есть попадание, да? Она моргает, но красное не уходит, и там куда попадает? В белое поле, что ли? Ага. А, да? Белое. А. Ровно черный надо. Сейчас осталось, по-моему, уже следующей паре я должен выйти. Действительно, когда в конце находишься, такое волнение появляется. Вот. Сейчас еще выяснили, что одно из ружей стреляет ровно, второе чуть выше надо брать. То есть такие уже моменты. Вот поэтому, но главное успокоиться и действительно главное поучаствовать. Минус 10. Минус 10. Верхний. Заряжаем. Вверх мишени, да? Нет центра, а чуть-чуть выше. Ой. А где тут? Да, предохранитель, оказывается. Как надо смотреть? Не знаю, чуть выше, ну, верхнюю часть мишени. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. А, да? Это, вот черная стоит? Чуть. Вот сюда или вот где-то здесь. А все равно расплывается там. У меня правый глаз плохо видит. Так, ну... И, кстати, винтовка легче.
но немножко подбил предохранитель. 2 раза я думал его, он, оказывается, все время взводится. Вот. Разница есть. Где-то, по-моему, нет предохранителей, а в этом есть. Ну ничего, хорошо, зато без промаха 5 подряд, спокойно, уверенно. Так, мы находимся вообще в тире. Здесь достаточно все очень хорошо организовано. Институт физической культуры и спорта. Такой небольшой манеж. И здесь установлены автоматические мишени. Дело в том, что эти мишени разработаны специально для полевой стрельбы. Удобство в том, что вы стреляете всегда в одну мишень, и все дальше делает автоматика. Соответственно, каждый выстрел, каждое попадание фиксируется на табло. Если, например, пуля попадает в белую часть, то есть не в саму мишень, то табло просто мигает, но попадание не фиксирует. Соответственно, 5 светодиодов. Сначала они все красные, и потом по мере попадания меняют свой цвет на зеленый. Ну и как видите, даже сейчас уже практически завершается соревнование, но коллектив здесь на месте смотрит, все следят, болеют за своих коллег. Так, и сейчас у нас ведет стрельбу сам организатор сегодняшних соревнований Николай Вестинов. Николай, расскажи про спартакиаду. Я знаю, что это уже завершающие соревнования. Вообще, как прошли в целом спартакиада в этом году? Эту спартакиаду мы устраиваем уже 4-й год. С каждым годом уже участники уже становятся больше и больше, и конкуренция становится все сильнее и сильнее. И поэтому у нас уже есть свои мастера спорта по стрельбе из лука, например, да, Элей Иванов, уже чемпион республики, призер Игорь Манчары, мастер спорта. И по стрельбе у нас уже улучшаются результаты. Традиционно наша сборная постоянно, можно сказать, плохо выступает именно по дартсу и по полевой стрельбе, да? Поэтому мы решили в этом году устроить отборочные соревнования именно на том месте, где проходит спартакиада республиканская. Поэтому отсюда должны выбрать самых лучших, и в этом году должны бороться именно за первое место. Поэтому всем желаю удачи, и в этом году должны выиграть с большим отрывом уже. Третье место среди женщин Анастасия Жиркова, 1 минута 42. Ага. Второе место среди женщин Елена Ефремова. И первое место заняла Марьяна Борисова. Результатом 1 минута 9 секунд. Третье место занял среди мужчин с результатом 1 минута 26 секунд Василий Захаров. Второе место среди мужчин занял Руслан Ачиров. Результат 1 минута 23 секунды. В прошлом году тоже второе место. Ага. Так, и первое место у нас неожиданно для всех занял сенсационно Виктор Дичковский. Его результат 1 минута 11 секунд.
Так, ну что, победитель сегодняшнего дня Виктор Дичковский. Поздравляю. Почему-то Николай сказал, что неожиданно для всех. Ты занимаешься пулевой стрельбой или опыт есть? Опыт, да, у меня есть. Пулевая стрельба. Ну, как бы, получается, для меня это не ново. С друзьями постоянно в тире стреляем. Ну, я впервые участвовал в этом, ну, получается, как бы соревнований. Вот, мое первое участие. Вот. У меня разряда нету, ничего. Просто для себя стреляю. Ну, ты доволен результатом? Какие впечатления? Ну, у меня был один промах, поэтому у меня получился минута 11. Ну, и поспешил первое. А так бы результат мог бы быть получше. Ну, желаем успехов, удачи. Ну что, друзья, здесь в течение нескольких часов прошли соревнования по пулевой стрельбе. Среди коллективов НВК «Саха» и Якутия-24 определились тройки победителей. Награждение будет уже на следующей неделе. Ну, а мы благодарим ТИР Северо-Восточного федерального университета. В целом и здесь, на этой базе, также проходят и республиканские соревнования. Ну, а с вами увидимся уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Пока.